Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района назначен Баграт Боджгу. Соответствующий указ подписал сегодня президент Аслан Бжания. Боджгу Баграт Фазлыбеевич родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны Гудаутского района. Выпускник Московского государственного социального университета по специальности «Социальная работа». В период Отечественной войны народа Абхазии проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны. С 2003 года работал ведущим специалистом отдела социального обеспечения администрации Гудаутского района, а затем заведующим данным отделом. Указом Аслана Бжания генерал-майор Владимир Орлан освобожден от воинской должности заместителя председателя службы государственной безопасности Абхазии. Заместителем председателя СГБ назначен капитан Заал Хварский. Хварский Заал Мушневич родился 30 августа 1985 года в городе Ленинград. Сын легендарного героя Абхазии Мушня Хварский в 2006 году окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, бакалавриат, направление история. В 2008 году окончил магистратуру того же университета по направлению всеобщая история. После службы в армии с 2011 года сотрудник службы государственной безопасности, занимал различные должности. В 2012 году и в 2018 году окончил курсы повышения квалификации при Академии ФСБ Российской Федерации. В Минздраве республики прошел очередной брифинг, посвященный санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Об обстановке на сегодняшний день в Абхазии в свете разразившейся во всем мире пандемии коронавирусной инфекции журналистам рассказал министр здравоохранения Томас Цахнаке. Репортаж Гугуцы Вардания. Открывая брифинг, министр здравоохранения Томас Цахнаке сообщил, что за последние дни санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась. Накануне положительные результаты на COVID-19 были выявлены еще у 4 курсантов российских военных вузов, находившихся на самоизоляции в пансионате Айтар. Они все госпитализированы в Гудаутскую центральную районную больницу. Как известно, она у нас ковидная клиника сегодня. Это преимущественно наши курсанты. Состояние их всех удовлетворительное. Они проходят весь комплекс необходимых лечебных мероприятий на сегодняшний день. За весь период пандемии в Абхазии зарегистрировано 24 случая COVID-19, из которых одна женщина преклонного возраста скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 3 пациента выздоровели. На сегодняшний день лечение в Центральной Гудаутской больнице проходит 20 человек. Все необходимое для лечения пациентов есть, полный спектр медикаментов, которые применяются в лечении этой категории больных. То есть противовирусные препараты, антибактериальные и другие средства. Также осуществляется трехразовое питание этих больных. У нас из расчета на 700 пациентов все медикаменты есть. Из расчета на 700 пациентов. 700 коек одновременно мы можем по всей республике развернуть, даже 750 коек, если это понадобится. Но в условиях Гудаутской больницы это 350 коек. На сегодняшний день 20 занято в инфекционном корпусе, дополнительно там еще развернуты. На данный момент у нас 40 коек в инфекционном отделении именно. 40 коек, в том числе и палаты реанимации, где при необходимости мы можем проводить искусственную вентиляцию легких. На режиме самоизоляции в пансионате Айтар на сегодняшний день находится 187 человек. По словам Томаса Цахнаке, все они будут обследованы в положенные сроки, и в случае получения отрицательных результатов на COVID-19 их отправят домой. Многие курсанты уже отпущены из обсервации после прохождения 2-недельного карантина. Вчера мы выписали 52 человека, у которых были отрицательные результаты и никаких клинических признаков. И там также созданы все необходимые условия, то есть там и медицинское сопровождение, и трехразовое питание, санэпидслужба осуществляет свои функции. То есть все в полном объеме проводится, как это необходимо. Томас Цахнаке также подчеркнул, что осуществляемая в рамках Республиканской бактериологической лаборатории ПЦР-диагностика является достоверным исследованием получения результатов на COVID-19. Кроме того, накануне Минздравом были получены экспресс-тесты. Вчера мы также приобрели экспресс-тесты
для диагностики иммуноферментного анализа на 1000 исследований. То есть, соответственно, и эти экспресс-тесты, они будут использоваться по назначению там, где это необходимо, по соответствующим показаниям. Мы уже заключили соответствующий контракт на приобретение компьютерного томографа фирмы Toshiba на 64 среза, который будет, установлен в Гудаутской больнице. И, соответственно, это улучшит и качественные характеристики в части диагностики, хотя и рентгенологическая диагностика сегодня она достаточно информативна, и мы пока пользуемся этим методом исследования. Несмотря на ухудшившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, правительством были сделаны некоторые послабления в рамках соблюдения ограничительных мер. Тамаз Сахнаки прокомментировал и причину принятия такого решения. На самом деле послаблений несколько. И если посмотреть последнее распоряжение президента, там несколько послаблений. Основные пункты все остались в прежнем режиме. Послабления коснулись только условий работы рынка, продуктовые магазины, безусловно, работают. И что касается транспорта общественного, скажу, что здесь возникали определенные проблемы, вы знаете. И то же самое касается и системы общепита. Ведь в общепит должен быть в рамках этого распоряжения открыт, но с определенными условиями. Вот сейчас осуществляются проверки, тщательные проверки этих заведений. Министр в очередной раз подчеркнул, что в случае несоблюдения санитарных норм на объектах общепита и в местах предоставления различных услуг они будут закрыты. Особые условия введены и в общественном транспорте. Гулгу Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Как известно, среди вновь заболевших коронавирусной инфекцией есть жители столицы, которые контактировали с медперсоналом некоторых медучреждений до постановки диагноза. Сейчас все медики, осматривавшие больных коронавирусом, отправлены на карантин. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с главврачами столичных медучреждений. Они рассказали о работе в условиях режима карантина и о трудностях, с которыми сталкиваются. Подробности в нашем следующем репортаже. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с главврачами столичных медучреждений. Главврачи отчитались о своей работе в условиях режима карантина. Руководитель Горздрава Ирма Воба рекомендует не расслабляться медицинскому персоналу при первичном осмотре граждан, обращающихся в медучреждения, и соблюдать все предписанные меры координационным штабом по борьбе с COVID-19. Из-за того, что мы расслабились, как-то врачи рассеянно себя ведут, и медсестры, и не хотят почему-то вникать в эту проблему. На сегодняшний день 4000 масок и перчаток распределено в столичные больницы и поликлиники, и заказано еще 5000. В целом больницы снабжены всеми защитными средствами. Детская поликлиника и Сухумская городская также ведут прием и дежурят до 8 часов вечера, оказывают общеврачебную помощь. Всех подозрительных мы осматриваем отдельно, в этой отдельной комнате. И если у нас были несколько случаев с подозрением, сразу было сообщено в СЭС, главврачу города, и приняты были соответствующие меры. Как ни странно, мы всегда вообще по посещениям план перевыполняем, но в этот период ограничительный, они то ли разъехались, то ли был страх, то ли этот режим дома, у нас вообще упали. И посещения, и вызова были меньше, чем обычно. В сложном положении оказывается инфекционная больница. На самоизоляцию был отправлен медперсонал, принимавший обратившихся пациентов, у которых впоследствии обнаружен был COVID-19. Всего в больнице 4 доктора и дежурные по совместительству. Ситуация, конечно, у нас плачевная. У нас не осталось ни врачей, ни медсестер. Единственный врач – это я. Я смотрю только детей. Детей смотрим, но если, конечно, придется, и будем смотреть и взрослых, но это, конечно, очень тяжело. Это нужно будет постоянно переодеваться, у нас столько костюмов не хватит.
Главврач скорой помощи Аслан Джопо рассказал о том, что 8 машин скорой помощи обслуживают на сегодняшний день столицу. В сутки на дежурство заступают 3 бригады. В случае, если пациент с коронавирусной инфекцией, то после передачи его в медучреждение машина скорой помощи обеззараживается. Во взаимодействии связываются с нами и санэпидстанция, и вот другие медслужбы, и мы оказываем перевозку до госпиталя Гудауты. Ни у кого нет проблем с обеспечением средств индивидуальной защиты. Правильно я поняла, коллеги? Так. Значит, эти средства индивидуальной защиты надо правильно использовать. Я попрошу главных врачей провести совещание со своими коллективами. В завершении совещания мэр рекомендовал в обязательном порядке придерживаться инструкций и предписаний штаба. Мы уже начали инспекции и контрольные проверки. Потом, чтобы никто не отматывал ситуацию назад, никакие отговорки не помогут. Я рекомендую еще раз придерживаться тех положений, которые приняты. Там хирург принимает решение или доктор принимает решение, это он решение тогда принимает, когда идет стандартный режим. Сегодня у нас нестандартная ситуация. У нас идет обострение и увеличение количества людей заразившихся. Поэтому прошу придерживаться тех правил, которые есть. Еще раз повторяю, первые контакты, пока не определите диагноз и что с человеком происходит, ни в коем случае никаких других, только в масках и перчатках. Поэтому я вас пригласил сегодня сюда выяснить, есть ли у вас все для этого необходимое. Вы говорите, что есть. Пожалуйста, придерживайтесь тех требований до 1 числа. Дальше будут новые вводные, значит, они будут. Что касается городской больницы, лекарственных препаратов, у нас на рассмотрении находится заявка, я со своей стороны уже скажу, удовлетворим так, чтобы вы в том числе были обеспечены и не испытывали дефицита. Президент Аслан Джани представил на согласование в Сухумское городское собрание кандидатуру Эшба Беслана Федоровича для назначения на должность главы администрации города Сухум. Согласно закону, главы администрации городов и районов назначаются президентом Республики Абхазия по согласованию с собранием соответствующей административно-территориальной единицы. Сегодня вице-премьер-министр экономики проинспектировала дорогу, ведущую в село Каман Сухумского района. Восстановление улицы Кумская было спроектировано в рамках российской инвестиционной программы. Ремонтные работы здесь были заморожены и не продолжались в последние годы. После осмотра дороги Кристина Узган обсудила причины остановки работы и поручила ответственным службам в короткие сроки сдать уже завершенный объект. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Износившееся со временем асфальтное покрытие дороги в село Каман стало серьезной проблемой как для местных жителей, так и для желающих посетить исторические места отдыхающих. Работы по ремонту улицы Гумская были запланированы за счет средств российской инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Однако вот уже несколько лет, как они остановлены. Министр экономики в сопровождении ответственных специалистов выехала в Сухумский район, чтобы лично осмотреть объект. Начальник управления капитального строительства Тимур Агарба отчитался о проделанной работе. 38 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Остаток 36 тысяч квадратных метров до сих пор не уложен. Сроки нарушены, графики нарушены. Так, у нас контракт был когда заключен? В 2017 году. 2017 года долгострой получается у нас на 3 года с переходящим на 2020 год. Стоимость контракта? 110 миллионов, 15 километров, из них сделано 40% объема работ, да, так? Но по асфальтобетонному покрытию 68 миллионов контракт, а все остальные контрактные обязательства. Да, искусственные сооружения все сделаны или нет? Все сделаны в 2017 году. И приняты, там вопросы есть к качеству работы? Никаких. Нет. О причинах простоя на данном объекте министру отчитался и генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор». По словам Бориса Ачба, такая ситуация сложилась из-за того, что у субподрядчика не было возможности продолжать работы. Когда нас по имама Шамиля приостановили, по большой просьбе сельчан села Паквач и вышестоящих, данную организацию нашу перекинули в Паквач на ремонт дороги. По смете было 84 миллиона. Мы выработали 11,2 километра, где-то на 45 миллионов. 2 этапа поданы были КСки на 30 миллионов и на 15. Однако платежи 3 года никто не осуществлял. Вот и наложились долги на данную организацию.
Как известно, битум нам из России никто бесплатно не давал, те же самые налоги. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо было ранее принять кардинальное решение в отношении субподрядчика, подчеркнула Кристина Озган. 3 года объект не ремонтируется. Финансы выделены. Если у вас были поручения, значит, надо было пересмотреть контракты, остановиться, сделать взаиморасчеты с вашим заказчиком для того, чтобы не оставлять задолженности, и поручить другим подрядчикам эту работу сделать и довести объект, завершить его в установленные программой сроки. Вы понимаете, получается, что у нас идет изменение стоимости фактической, может быть. Вы же понимаете, что цены меняются. Соответственно, необходимо увеличивать расходы. Объект стоит, люди ждут. Анонсировалось, что программа будет завершена в определенные сроки, и люди увидят дорогу. Но мы не можем допускать такое серьезное отвлечение средств. Деньги заморожены 2 года. За эти деньги можно было сделать и другие участки в том числе. Министр экономики поручила руководству Абхазавтодора сменить субподрядчика и возобновить работы на объекте в ближайшее время. Вот вы еще раз тогда сверьтесь с министерством и с УКСом, чтобы не было задолженности ни у вас, ни у нас перед вами, соответственно. И давайте менять условия контракта и подрядчика. Не вопрос. Деньги по последней поездке на счету должны быть. Не вопрос, что эти средства у нас, то, что последние вы зачислили, они никуда не уходят и не уйдут. Этого объекта деньги. Раз. Но дальше, конечно, этот объект должен быть завершен. И, как вы скажете... Я так понимаю, если мы сейчас организационные все вопросы оперативно решим, я думаю, что за 1,5-2 месяца объект будет сдан. Правильно? Да. Вы согласны с этим? За 2 месяца, да. Протяженность ремонтируемого участка улицы Гумская составляет 15 километров. Сметная стоимость проекта – 110 миллионов рублей. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня же Кристина Озган провела совещание с подрядчиками по реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы. В частности, речь шла о работах по прокладке водовода в Гудаутском районе, который охватывает 4 села – Куланр, Ходурипш, Мгудзурху и Абгархук. Протяженность водопровода 22,5 километра. Общая стоимость проекта более 100 миллионов рублей. В настоящее время выполнено порядка 55% от запланированного объема. На одном участке работы по прокладке водопровода завершаются, на другом все еще ведутся и еще на 2 приостановлены. Как выяснилось в ходе совещания, реконструкция водоснабжения в Гудаутском районе все еще не завершена из-за финансовых вопросов. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган дала поручение соответствующим службам провести акты сверок, определиться с текущим положением по финансированию объекта и факту выполненных работ, а также завершить все работы по реконструкции водопровода в ускоренном режиме. Немножко усложненная схема реализации работ была использована, потому что там фактически в цепочке фигурирует несколько контрактов, в том числе договор генподряда и 2 договора субподряда. И в связи с тем, что договором было предусмотрено, что субподрядчики работают на давальческом цире, соответственно, возникли финансовые несоответствия между фактическими поставками, объемами выполненных работ и объемом финансирования, который был фактически осуществлен. Значит, даны поручения управлению капитального строительства и генеральному подрядчику провести акты сверок до пятницы, определиться с текущим положением дел по финансированию объектов и по факту выполненных работ, и даны рекомендации в ускоренном режиме завершить работы в ближайший месяц. Возможно, по одному участку, там протяженность участка, который еще не завершен, не маленькая, почти 5 километров, возможно, мы уйдем за месяц, но тем не менее будем стремиться к тому, чтобы максимально укоротить сроки завершения всех этих мероприятий, чтобы завершить инвестиционную программу 17-19. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» завершает ремонтно-восстановительные работы для улучшения энергоснабжения населения во всех районах Абхазии в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Сария Кварасхелия расскажет о том, что сделано в новом Афоне.
Проблема обеспечения населения Абхазии качественной электроэнергией актуальна для всех районов страны. Чтобы энергохозяйство республики находилось в надлежащем состоянии, руководство республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» делает все возможное, а порой и невозможное. В рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы, вот уже с прошлого года специалисты РУП «Черноморэнерго» ведут ремонтные работы в новом Афоне. В основном мероприятия проходили по строительству кабельных линий 6 киловольт, которые дали возможность нам подать мощности в центральную часть нового Афона, в дальнейшем стабилизировать подачу напряжения по городу Афон, уйти от старых линий, но мы их, конечно, не выключали. Будем их держать в резерве на аварийный случай. Кроме того, проведена реконструкция и капитальный ремонт распределительной подстанции. Установлены новые трансформаторы с большей мощностью, обеспечивающие потребителей более качественной электроэнергией. Заменено оборудование, на которое переведены основные нагрузки, позволяющие выполнять оперативные переключения при аварийных случаях. Заменено старое оборудование, это ячейки 6 киловольт. В распредустройстве мы, в принципе, видели, что часть оборудования старого еще осталась. Мы его оставили для того, чтобы обеспечить, опять же, аварийный режим работы или послеаварийный режим работы. Так как провели ревизию этого старого оборудования, частично оно пригодно к использованию. Конечно, будут фасады еще покрашены, чтобы облагородить, убрать следы коррозии. Нужно отметить, что от новой распределительной подстанции были проложены и заменены линии электропередачи, установлены новые опорные столбы, а также была выполнена подвеска провода для устранения непредвиденных обстоятельств. Здесь соединили в связь РП наша около озера, ТП-337, которая находится в районе школы, и подстанцию, которая была установлена при строительстве школы. Под землей у нас лежат кабельные линии, они проходят в трубах. Линейная длина самого фидера 3 километра, а он из себя представляет двухцепной участок, это по 2 параллельных кабельных линии и также воздушную часть, параллельно 2 линии построена. Ну, соответственно, это 6 километров общей длины. РУП «Черноморэнерго» в рамках инвестпрограммы 2017-2019 завершает ремонтные работы не только в Новом Афоне, но и в других районах Абхазии. Так, в Ачимчирском районе была проведена линия электропередачи протяженностью 92 километра и установлены 22 новых трансформатора. Сария Кварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел расширенное совещание с руководством и личным составом аппарата ведомства, на котором были представлены заместители министра и обозначены первоочередные задачи. Все подробности в репортаже, подготовленном пресс-службой МВД. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел расширенное совещание с начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками подразделений и личным составом Центрального аппарата Министерства внутренних дел. Личному составу были представлены назначенные распоряжениями Кабинета министров Республики Абхазия заместители министра внутренних дел. Полковник милиции Ажиба Руслан Александрович, первый заместитель министра внутренних дел, он же начальник криминальной милиции. Подполковник милиции Чкадуа Беслан Русланович, заместитель министра внутренних дел, он же начальник милиции общественной безопасности. Майор милиции Цвижба Рач Северянович, заместитель министра внутренних дел, исполняющий обязанности по должности командира специального отряда быстрого реагирования МВД Республики Абхазия. Своими приказами министр внутренних дел назначил руководителей ряда оперативных служб и управлений Центрального аппарата ведомства. Исполняющим обязанности начальника паспортного управления назначен полковник милиции Бигвава Беслан Михайлович. Кадровые назначения будут продолжаться. Прошу вас неукоснительно выполнять поручения заместителей министра по их направлению. Всем начальникам милиции, всем начальникам управления. Вновь назначенным начальникам милиции усилить работу с криминальными элементами, усилить работу по незаконному обороту наркотиков, усилить работу на постах ГАИ.
Глава ведомства распорядился повысить эффективность работы по профилактике предупреждения правонарушений, усилить рейдовые мероприятия госавтоинспекции с привлечением сотрудников подразделений оперативного направления службы. Особое требование Дмитрий Дбар обозначил к соблюдению служебной дисциплины всем личным составом органов внутренних дел, возложив персональную ответственность за исполнение на руководителей подразделений Министерства внутренних дел. Понимаю, сейчас очень трудно. Президент оказывает и премьер-министр нам всяческую поддержку. Мы должны оправдать их надежды. Работайте с личным составом. Мы не за статистикой гонимся. Мы должны понимать, какая у нас ситуация в городах. Население нас поддерживает. Нужно работать на местах. Министрам даны строгие указания по повышению уровня профессиональной деятельности личного состава отделов внутренних дел, безупречного исполнения поставленных руководством задач, а также ряд служебных указаний по работе Следственного управления, госавтоинспекции, службы собственной безопасности и управления по воспитательной работе Министерства внутренних дел Республики Абхазия. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии прошло совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Руководителям подразделений были даны четкие указания по усилению работы в данном направлении, в частности, по проверке готовности пляжей, наличии на них спасательных пунктов с соответствующим оборудованием, мониторинг ситуации с запретительными знаками в местах, где купание опасно для жизни. Министрам Львом Квицине даны поручения о более тесном взаимодействии с главами районных администраций, в чьей компетенции, согласно законодательству, находятся полномочия по организации мер по обеспечению безопасности на объектах курортной сферы. Вне зависимости от официального старта курортного сезона в этом году, исходя из ситуации по нераспространению коронавирусной инфекции, глава МЧС Абхазии указал на важность своевременного принятия мер по обеспечению безопасности граждан республики и приезжающих гостей во время курортного сезона. Автандил Сурманидзе назначен заместителем главы администрации Сухума, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, выпускник Башкирского государственного университета по специальности юрист. С 2010 по 2014 годы начальник Дома управления номер 1 при администрации города Сухум. Новый заместитель руководителя главы администрации Сурманидзе Автандил Африканович. Хотел бы тех, кто не знает, познакомить вас. Человек с опытом работы в коммунальном хозяйстве, ветеран Отечественной войны, порядочный человек. Вот мы планируем работать вместе дальше. Прошу любить и жаловать. Надеюсь, что у нас будет слаженная, очень эффективная работа у всех тех, которые задействованы будут в курировании тех вопросов, которые будут под его началом. Вы, как знаете, у нас идет только формирование. Впереди предстоят определенные реформы. Как только мы их завершим, все работники администрации будут знать, кто за какое направление заместителей будет отвечать и курировать. Забра сахила пшова. Из другого шоб зигера акала кевинз ахучига уссухет. Бра Беслан Федор ипа саагана лайха усова гылхан сейха ма битфисм гзет. Хабхи аускваратрани обакала кеджа хайдгылан хайвагылан. А структура квази геуси цахура город харпшца бхубус пиана год, город харпшца роб хава авилра акала кеджинхо, ргуяхо да ирзман шала на успа таглазаша по ахцар, асас фагирбяхот зигирбяхот и тауби идут за нас яхаша бхаз, сазн джигид бхашаб хаспиана гом, свиз фаги саз бхаз гис хасар бхашарский свитадзам, обзера физа аладзиги. В целях защиты животных от жестокого обращения распоряжением исполняющего обязанности главы администрации города Сухум на территории столицы запрещен отстрел безнадзорных домашних животных. Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на коммунальное управление администрации Сухума. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами 20 мая с полуночи до 8 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в следующих районах Сухума: Колос, Вокзал, Личкоп, Вием, Рынок, центральная часть города. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 18 градусов.
На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.